Насилие, угроза общественному порядку, человеческие жертвы – вот что представляют собой терроризм и экстремизм. Формы и методы такой деятельности со временем меняются, отмечают на встрече. Сейчас в век интернета вербовщики ловят потенциальных жертв через сети мировой паутины. Чаще всего это молодежь. Если с кем-то какой-то незнакомый контакт пытается вступить в переписку, пытается что-то предложить, получить какую-то информацию от вас, расположение каких-либо объектов на территории республики, рекомендую ни в коем случае не вступать в переписку, в первую очередь с данным человеком. Во-вторых, о таких фактах незамедлительно сообщать. Не стоит думать, что вы сможете сыграть игру с вербовщиками. Там сидят высококвалифицированные психологи, которые знают ваши слабости. В зале сотрудники Главного управления МВД России по СКФО, Центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии, также представители духовенства. Богослов Алихан Нальгиев объясняет, все формы насилия в корне противоречат вероучению ислама. Всевышний Аллах повелел людям не приступать пределов дозволенного и не злодействовать на земле, запретил несправедливость, насилие, убийство и кровопролитие. Долг каждого мусульманина – делать все для недопущения нечестия на земле, нести миру благо и доверие. В сущности, экстремизм и терроризм являются идеологически мотивированным деянием, направленным на достижение конкретной цели в виде посягательства на конституционные основы государственного строя, общественную безопасность или интересы общества, публично совершенное общеопасным способом. На совершение таких действий законодательством предусмотрена как юридическая, так и уголовная ответственность. У нас, соответственно, в прошлое воскресенье было задержано 6 ребят в возрасте от 15 до 20 лет в среднем. Всем грозят очень большие сроки, до 20 лет. Они планировали нападение на территории нашей республики, также планировали, помимо убийства гражданских лиц, и нападение на сотрудников полиции. Понимаете, да, вроде бы маленькие дети. Как все это происходило? Посредством социальных сетей, мессенджеров происходила их вербовка. Человек, который их вербовал, они его даже в глаза не видели. Но все, что он сказал о том, что надо убивать наших жителей, они сказали, что так оно и есть, это правильно. И, соответственно, планировали совершить такие неправильные вещи. О последствиях влияния радикальной идеологии ребята знают и отлично понимают. Это касается каждого. Впрочем, студенты уже давно уяснили простые правила поведения не только в сети. Очень много актуальных проблем, которые вредят для жизни наших граждан республики. И я считаю, что категорически нельзя поддаваться разным провокациям тех сторонников, которые пропагандируют это нашим жителям. Это сначала рассказывают родители, объясняют, потом также в школах, университетах проводятся мероприятия. А также и я с братьями, сестрой делюсь этой информацией. Безусловно, то, что говорил имам, это было очень важно. Важно соблюдать свою религию. Я плохо отношусь к терроризму, как и любой другой нормальный человек. Хотелось бы пожелать нашей молодежи, жителям нашей республики, чтобы они не поддавались негативному влиянию в интернете, чтобы все жили в мире и благополучии. По данным МВД России, в среднем до 80% участников экстремистских группировок составляют молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет. Поэтому профилактику чаще всего проводят именно в образовательных учреждениях. Студентов призвали не поддаваться чуждой идеологии. Терроризм и экстремизм – это зло, разжигающее национальную, религиозную и социальную ненависть. Малика Измайлова, Султан Булгучев, Магаз 24.